Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах» и руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чеченской Республике Алихан Инаркаев. Каким он был год 2025 для фонда и каким он будет год 2026. Вот об этом сегодня и постараемся поговорить. А действительно, каким выдался 2025 год для Чеченского регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества»? Каковы ключевые итоги деятельности организации за отчетный период? Скажу так. Говоря о 2025 году, год стал знаковым для чеченского филиала с увеличением числа обращений на 30%, сравнительно с предыдущим годом. Фонд смог оказать помощь более 4000 ветеранов и их семьям, а также провести 300 мероприятий по социальной адаптации и реабилитации. С обращениями принято свыше 2000 человек, рассмотрено более 91%, проведено более 300 мероприятий, обеспечение техническими средствами реабилитации 60 ветеранов, это автомобили, коляски, спортинвентарь, адаптировано 23 жилых помещения для инвалидов специальной военной операции. Можно сказать, что фонд в 2025 году, ушедшем году, охватил всех вернувшихся домой защитников Отечества? Практически всех фонд охватил, можем с уверенностью сказать. Это 100%? Это 100%. Хорошо, а какие достижения филиал считает наиболее значимыми в 2025 году? В чем заключается его важность и влияние на жизнь подопечных фонда? Скажу так. Да, наиболее значимым является создание комплексной системы приема и решения проблем под одной крышей. Важность системы в том, что в филиале ветераны получают всестороннюю помощь. Это психологическая, юридическая помощь, взаимодействие с сотрудником военно-социального центра, Минобороны. Это исключает необходимость ходить по множественным инстанциям, ускоряет решение вопроса и значительно снижает стресс для наших ветеранов. Работа в одном окне. Да, для решения ветеранов и их семей. Хорошо. Не ходили. Хорошо, если говорить о проблемах, с какими проблемами действительно и сложностями столкнулся фонд в процессе реализации своих задач в 2025 году? Какие стратегии были использованы для преодоления этих трудностей, если они были? Таковых трудностей не было, потому что у нас заключены 45 организациями, это исполнительная власть, это общественные организации, со всеми у нас заключены соглашения. Если мы не можем в моменте решить вопрос в рамках, имеется в виду в фонде, то мы обращаемся к нашим друзьям, так скажем, и моментально решаем их вопрос. Подключаем их. У нас это где-то более 45 организаций. То есть вы приходите, озвучиваете свои задачи? Нет, мы просто по звонку решаем эти вопросы. Просто по звонку? По звонку решаем вопросы. Берем трубку, позвонили, да, позвонили. Допустим, если у нас вопрос по СФР, например, или по Минтруду, если мы не можем в моменте этого вопроса решить, мы звоним организации, именно кто занимается, например, узким направлением, и решаем вопрос. Отказа нет? Нет, конечно, отказа нет. Хорошо. Филиал работает уже более 2 лет, как мы знаем. Удалось ли фонду за это время выстроить эффективную систему взаимодействия с региональными органами власти и организациями-партнерами? Скажем так, мы уже начали об этом говорить. Если можно, немножечко подробнее. Прошу. Смотрите, по течению, как мы открылись, и до этого момента мы сделали очень хорошую работу, большую работу по взаимодействию. Все работает как швейцарские часы, так скажем. Нет никаких проблем ни на каком этапе. Сбоев нет? Сбоев нет, решаются вопросы там практически пару минут. Бывают трудные моменты, когда нужно решение суда или обращение в части, или иногородние, допустим, направления. Это занимает больше времени, так скажем. Уже все отлажено. Также у нас в республике создана МВК, межведомственная комиссия, которую возглавляет Дудаев Ахмад. Это огромный вклад, который они вносят в это. Также в районах, в каждом муниципалитете создана такая же МВК, только на уровне муниципалитетов. Это решение вопросов, допустим, на уровне муниципалитетов, и самые сложные вопросы попадают только на обсуждение МВК, и там же их моментально решаются. То есть никаких как таковых проблем в решении задач защитников Отечества нет? Нет, мы пока не сталкивались. Пока не сталкивались? Я и раньше говорил, что
есть указ главы республики, есть указ президента Российской Федерации. И ссылаясь на эти указы, у нас никаких проблем в этом не возникает. Хорошо, а каким образом организована координация работы чеченского филиала с Федеральным фондом «Защитники Отечества»? Какие механизмы обеспечивают согласованность действий в едином целом? У нас каждую неделю во вторник проходит видеоконференц-связь с руководством, и там обсуждаются самые проблемные вопросы, решения, как их решить, и направляются протоколы каждому отделению по всей стране. И мы действуем по протоколу, есть определенные сроки для решения той или иной задачи. То есть сроки ставятся? Конечно, ставятся, жесткие прям ставятся сроки. И они выполняются? Другого не дано. А бывает так, что не выполняются? Не было такого пока. И быть не может? Нет. Или как? Ну, так говорит, мы пехотинцы, мы не можем просто так оставить, не сделать то, что нам поручили. То есть выполняются? 100%. В положенные установленные Срок, сроки? да. Хорошо. А сколько обращений было рассмотрено филиалом в течение 2025 года? Вы уже в начале нашего разговора говорили об этом. Ну, минуточку. И каков характер этих обращений? Какие вопросы волнуют ветеранов и членов их семей в первую очередь? Вот такой вот обширный вопрос к началу нашего разговора. Все. Говоря о количестве, это более 4000 обращений за этот год, 20 направлений. Это начиная от психологической помощи, юридической помощи, это протезы, все что угодно. 20 направлений, это вот массово наплыв был, 20 направлений, разные все. Говорят о приоритетном, самый вот часто задаваемый, это юридическая помощь. Это 51% от всего, это юридическая помощь была. Потом участие в массовых мероприятиях, также МВК нам помогает делать мероприятия. Фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, Героя России, помогает финансово для организации мероприятий для членов семей, там, детей погибших и демобилизованных участников специальной военной операции. А юридические вопросы, в чем они заключаются? Юридические вопросы, оформление каких-то документов, направления. Смотрите, вот в основном бывает основная задача, чтобы вот, человек ушел с другого субъекта, но это же наш человек, мы не можем ему не помочь. Мы направляем документы, составляем, есть адвокатская палата у нас, мы составляем заявление, направляем. Бывает зачастую, что им страховки не выдают, боевые не выдают. Мы добиваемся, чтобы им все выдали, все у них было наших. Я знаю, вы также проводите встречу с ветеранами СВО совместно с прокуратурой Чеченской Республики. Да. А с чем это связано? Смотрите, зачастую бывает, что даже не в нашем субъекте, бывает, вот я изначально говорил, в других субъектах вопросы, которые нужно через прокуратуру тоже решать, потому что бывает нередко, что их права ущемлены, потому что идет война, они пользуются, допустим, как у нас в наших структурах это все как жестко. То есть есть вопросы, которые может решить только прокуратура? Можно так сказать? Можно так сказать, можно, потому что прокуратура — это надзирательный орган, по заявлению прокурора они исполняют это, там, скажем, 2 раза быстрее. Смотрите, с момента открытия фонда, насколько я знаю, расширились полномочия регионального отделения. Или я не прав? Расширились, есть очень много разных полномочий. Вот какие новые задачи были возложены на филиал? Был ли увеличен штат сотрудников для решения этих задач? Говоря о штате, штат не был увеличен. С момента открытия фонда было расширение изменений указа 232. А чем может похвастаться фонд на сегодняшний день? Какие специализированные кабинеты и специалисты имеются для предоставления всесторонней помощи ветеранам и их семей? Тут тоже более подробно. Прошу. Похвастаться, так скажем, нашими сотрудниками можем, потому что они за этот период стали настоящими специалистами в своем направлении. Также они проходят обучение. Каждый месяц с центрального аппарата спускается новое обучение по новым направлениям. Так скажем, есть много чего, что они узнают в процессе работы.
Далее, кто у нас в данный момент находится в фонде? Это адвокатская палата, это представители Минтруда, это представители СФР, разных организаций, адвокатская палата, юристы у нас все время. И вот человек, когда приходит к нам, сразу же может написать заявление, проверить свои социальные гарантии, допустим, подать заявку безработную, например, по безработице. В любое направление у нас мы можем это сделать, потому что у нас есть их специалисты. То есть с любым вопросом, с любой проблемой Да. к вам можно прийти, Да, и эта проблема будет решена. безусловно. Можно так сказать? Можно. Нужно Нас так говорить. слышат. Ну пусть слышат, мы так делаем. А какие льготы и меры социальной поддержки предусмотрены для ветеранов и членов семей участников специальной военной операции? И еще раз говорю, мы часто об этом говорим, но об этом часто и снова часто надо говорить. Я продолжу. Какие новые меры поддержки вступили в силу с 1 января 2026 года для военнослужащих и членов их семей? Прошу. С 2026 года, с 1 января, вступили следующие льготы. Это кредитные каникулы по любым кредитам на время службы. Это налоговые льготы, отсрочка, в том числе на налоги по имуществу, НДФЛ. Это трудовые гарантии, сохранение места рабочего и право отпуска. Это пенсионное преимущество, стажа зачисления в двойном размере, выход на пенсию на 2 года раньше. Это поддержка семей, пособия, льготы, поступивших детей, отпуск, уход, ранения. Что там в новом году, в 2026 году, для тех добавляются льготы по транспортному, земельному налогу. Для ветеранов и граждан право на обеспечение средств обязательного социального страхования, также санаторное курортное лечение. Дополнительно фонд есть через СФР, мы можем направлять на госпитализацию, так скажем, и можем через наш центральный аппарат тоже направлять на госпитализацию. Это то, что есть, и то, что будет в новом году. Да. То, что вы сейчас перечислили. Да. Хорошо. Ну, уже действует, это уже вступило Это в силу. уже действует. Да. Я поэтому вас спросил. Также дополнительно по соцконтракту идет разработка. Вот в ближайшее время мы будем помогать в выдаче социального контракта для открытия своего бизнеса для демобилизованных наших сотрудников. Это в новом году? Да, для демобилизованных наших подопечных. Да. Для демобилизованных. Демобилизованных, уволенных. Хорошо. А какие проекты реализует Фонд защитники Отечества в Чеченской Республике, направленные на реабилитацию и восстановление здоровья наших героев? Вот вы можете описать конкретные программы и их результаты? Смотри, Надеюсь, это не секрет? Не секрет. Прошу. Их 3 направления. Это диалог с властью, где может наш подопечный задать прямой вопрос власти и получить конкретный ответ. Это первое направление. Второе направление – это женский клуб, где вдовы и жены участников собираются, обсуждают это, так скажем, делятся своим горем или что будет дальше, так скажем. Хорошее дело. Это третье. Есть проект «Мира» глазами ребенка. Мы для детей организовываем мероприятия, радуем их, так скажем. Семьи участников СВО и особенно дети не остаются без внимания? Нет, конечно. Мы не имеем права просто так делать. Потому что есть моральная сторона, это наши братья, мы не можем по-другому поступать. Мы поступаем так, как хотим, чтобы поступали с нами. А просто вот к вам в фонд, офис вашего фонда, просто так приходят участники или их семьи, члены их Я семей? больше скажу, приходят просто поговорить даже. По душам поговорить? Конечно, нет никаких вопросов. Рассказать о своих проблемах? Да, нет, у них даже проблем нету. Они приходят просто раскрыть свою душу, просто поговорить, так скажем, с единомышленниками. Поговорить, чуть-чуть успокоиться. Мы организовываем чаепитие для них. Собираем. Это неформально такая Неформально, обстановка. да. Мы собираем, у нас есть отдельный кабинет для таких мероприятий. Собираем чай, там, на стол положили. Они общаются и уже с улыбками уходят. Насколько сложно вашим сотрудникам работать в таком процессе? Так скажем, за 2 года наши сотрудники выработали иммунитет и определенную стратегию, так скажем. И это помогает их в работе. Конечно же, если сейчас новый
новых сотрудников набирать, то у них не было такого опыта, так скажем. Вот каждый наш сотрудник это в какой-то мере психолог. В какой-то мере да, психолог. Да, и находит пути решения, так скажем, помогают этому человеку, чтобы он не был одинок. Ваши сотрудники, они какую-нибудь психологическую подготовку проходят по ходу процесса в своей работе. Я понимаю, и вы понимаете, я думаю, наши зрители тоже понимают, работать с людьми, Это у самое которых, сложное. простите меня, горе, погиб близкий человек, или работать с нашими героями, которые вернулись оттуда, с фронта, с войны вернулись, с ними же работать тяжело. Конечно. Вот смотрите, у нас в фонде есть психолог, клинический психолог, уточню. Он проводит определенные тренинги с нашими сотрудниками на выгорание, чтобы нашим сотрудникам помочь. Вот любой сотрудник, когда его нагружают или психологически ему трудно, он же выгорает и уже ничего не хочется. Поэтому мы дополнительно с нашими сотрудниками тоже проводим определенную работу. Также они проходят по видеоконференц-связи, по направлениям психологии, определенные курсы тоже. А есть случаи выгорания сотрудников? Был, но мы исправили. Был, но мы исправили. Конечно. Это очень хорошо. Смотрите, исходя из опыта работы фонда, какой способ реабилитации и адаптации в мирной жизни является наиболее эффективным для ветеранов СВО? Спрашиваю как руководителя фонда «Защитники Отечества». Это наиболее эффективным всегда комплексный подход, который работает по 3 ключевым направлениям одновременно. Это первое, самый важный шаг, это восстановление самостоятельности. Когда человек возвращается домой, особенно после ранения, он должен почувствовать, что он снова хозяин своей жизни. Это первый момент. И здесь мы делаем 2 вещи. По-первых, помогаем техническими средствами реабилитации, например, с автомобилями, адаптируем под его потребности. Во-вторых, организуем адаптацию его собственного жилья. Это, как я и ранее говорил, это умный дом мы ему делаем, так скажем. И по направлениям, допустим, устанавливаем пандусы, меняем планировку. Это не просто ремонт, это возвращение человека к базовым чувствам комфорта. Вне зависимости у себя дома или в квартире. Получается? Получается. Получается, и уже 23 человека мы адаптировали. Также есть направленные заявки на еще больше людей. Хорошо. И такой вопрос. После возвращения домой участнику специальной военной операции следует незамедлительно обратиться в Фонд «Защитники Отечества» для получения поддержки и регистрации. Вот какой тут алгоритм действий? Ламел, я сказал бы, это ключевой момент. Вот, если человек не приходит, не становится на учет для получения мер социальной поддержки, это в первую очередь для него проблематично. Потому что, являясь у нас на учете, мы конкретно знаем, что человеку можем предложить. И что, есть что предложить? Да, есть что предложить. И от чего он отказывается. Зачастую бывает так, что человек возвращается с СВО и уезжает куда-то в другой субъект на заработки, например, не становясь на учет республики. Мы так-то проводим эту работу, также разъясняем. Есть у нас социальные сети, это Telegram, Контакты, Одноклассники. Мы везде это говорим, чтобы каждый демобилизованный участник СВО, чтобы приходили и становились на учет. Также мы уже в 3-й раз делаем выездные проверки тех людей, которые не становились на учет. Также мы вот сейчас, в данный момент, выездные проверки работают. Мы будем где-то до 1 марта работать, выездные проверки делать. И тех людей, которые у нас не состоят на учете, мы их будем брать на учет и обеспечивать всеми мерами социальной поддержки Чеченской Республики и федеральными тоже, конечно. А если утвердить некоторые моменты, ветеран СВО, участник специальной военной операции, он сам должен прийти или согласно инструкциям вашему уставу, вы сами должны его находить? Смотрите, по уставу человек должен обратиться и стать на учет. Но так как есть поручение главы республики, мы сами и поручение МВК, Межведомственной комиссии Дудаева Ахмада, мы сделали так, что наши сотрудники выезжают и дополнительно собирают информацию от всех демобилизованных участников СВО.
У нас есть определенные списки, и мы по этим спискам проходимся. То есть ваша инициатива. Наша инициатива. И она помогает? Выявляете? Выявляем, бывает выявляем. Кого здесь нету, направляем, говорим, проводим беседу, чтобы они, когда вернулись, зашли в фонд, стали на учет. То есть в этом вопросе у вас все... Все хорошо, под контролем все. Это самое главное. Но хочу сказать, что без МВК, так скажем, это было бы еще трудновато, потому что МВК помогает нам во всех направлениях. Хочу поблагодарить главу республики Рамзана Ахматовича за это. Хочу поблагодарить Дудаева Ахмада, заместителя председателя правительства, министра информации и печати, за всю работу, которую они делают по этому направлению. Это очень эффективно и позволяет нам быстро решать любые задачи. И последние два вопроса нашего разговора. Президент Российской Федерации Владимир Путин, это вы знаете лучше меня, поручил с 2026 года проводить соревнования по адаптивным видам спорта Кубок Защитники Отечества с участием ветеранов СВО. Готовы ли чеченские ветераны к участию в этих соревнованиях? Сформирована ли команда чеченских ветеранов-спортсменов? И вообще, как у нас дела в спорте? Не то, что готовы. Наши ребята получают призовые места. Уже третий раз мы в тройке лидеров. Мы получали призовые места. Первый раз это второе место, сейчас обратно второе место. Но нужно быть всегда вторым, чтобы стремиться стать первым, как говорится. Поэтому в этих направлениях я не вижу проблем. Ребята готовы, тренируются. Все у нас хорошо. Хочется сказать слова благодарности Минспорту, потому что они в подготовительной работе помогают, делают очень большую работу. Хорошо. И последний вопрос. Каким он будет, год 2026? Ваше мнение. И что должны знать наши ветераны, участники СВО и члены их семей? Говоря о 2026 году, мы надеемся, этот год будет продуктивным, будет больше социальных мер для наших подопечных, так скажем. Мы за них, так сказать. И, как я и ранее говорил, по налоговым направлению, по социальным направлениям, мы сделаем все, что возможно для наших подопечных. Но большая просьба, если вы нас слышите, нас видите, просьба вас обратиться в фонд, стать на учет для получения мер социальной поддержки, федеральных и региональных. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей нелегкой, но очень важной и нужной работе. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чеченской Республике Алихан Инаркаев. Кто-то может подумать или спросить, почему они часто встречаются, почему они часто говорят о фонде «Защитники Отечества». Да потому что нужно говорить, друзья, и как можно чаще, потому что фонд защищает интересы наших героев, которые сражаются там, на полях сражений, специальной военной операции, и отстаивают наши интересы, интересы России, интересы нашей Родины. Ну, и в конце хочется поблагодарить, что вы дали возможность донести всю информацию для наших подопечных. И мы готовы всегда, мы рады вам, приходите к нам в гости. Мы должны об этом говорить чаще? Конечно, должны. И будем говорить. Все. Спасибо вам Пожалуйста. за вашу работу. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И напоследок, не забывайте, друзья, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.